Юрий, мы вот с Колей Воробьевым, да, я скажу, что Юрий как раз сейчас в США находится, на месте событий, которые мы обсуждаем. Вот Крымская декларация Госдепа. Что она значит? Оцените ее тактическое и стратегическое значение. Она значит подтверждение американской политики по поводу Крыма, о чем я говорил много раз, что заявление Трампа ее никак не отменили, ни в какой форме, но Помпео решил окончательно разъяснить и поставить точки над «и» по этому поводу, и вы уже обсуждали декларацию, не будем возвращаться. Единственное, это важно, чтобы подтвердить, что Америка не собирается признавать ни в коей мере аннексию Крыма, однако этой декларации не надо придавать и столь громадного значения. Там в самой декларации проводится аналогия с декларацией Уэллиса 1940 года, которая осудила оккупацию Советским Союзом балтийских государств и заявила, что она ее никогда не признает. И это было, конечно, важно, но давайте не забывать, что после этой декларации балтийские государства просуществовали еще 50 лет под игом Советского Союза, а в 1976 году при принятии Хельсинских соглашений Америка фактически признала оккупацию Балтики Советским Союзом. Так что очень хорошо, что Помпео сделал эту декларацию, но это ни в коей мере не означает, что на этом надо успокаиваться, опускать руки и как бы считать, что теперь этот вопрос будет решен. Украина должна продолжать действовать очень активно. И, как я уже говорил не один раз, вопрос должен быть не только в том, как Америка и американская политика влияет на Украину, но и как Украина может повлиять на американскую политику. И, конечно, я имею в виду внешнюю политику по отношению к Украине и даже по отношению к России.